Друзья, всем привет! На календаре 9 февраля. Сегодня отправляюсь в командировку. Впервые побываю в Алдане, в Нерингре на этой неделе. В общем, я нахожусь в здании Якутского автовокзала. Здесь такое объявление висит: беспересадочные железнодорожное сообщение из Нижнего Бестяха. Вот, то есть мы поедем с Нижнего Бестяха с моим коллегой до города Алдана сегодня. Сейчас ждем 2 часов, и с автовокзала будет трансфер на автобусе, и на автобусе будем выдвигаться до Нижнего Бестяха. Время в пути до Нижнего Бестяха 1:40, ну и 12 часов с ЖД вокзала до Алдана. В общем, такое будет приключение небольшое, без велосипеда в этот раз, но физически не получается взять, поэтому заснимем сам ЖД вокзал, Алдан, город Нерингри. Ну, в общем, будет, я думаю, надеюсь, вам интересно. И вот, друзья, нашел велосипед, стоящий возле вокзала. Марку я не знаю, тут написано Якутия на раме. Я таких великов много уже видел в городе. В общем, такой бюджетный велосипед. Так, в дорогу взял баскет с KFC, с Ростикса. Это крылышки куриные, ну, все такое, стрипсы. В общем, этим будем питаться в поезде. Так, а здесь, друзья, карта Якутии и направление, вот, начиная с Абыйского УСа, заканчивая Авиано-Батантайским. Ну, вот расстояния, видите, какие большие. Есть по 1600, 2600. Вот самая длинная точка — это Нижнеколымский УС, показывает 2608 километров. Такая карта. Так, друзья, мы здесь уже на ЖД вокзале Нижний Бестях. Вот вокзал, это привокзальная площадь. Здесь такие ледяные фигуры красивые. Вот здесь машина, автобус подъезжает, пассажиров оставляет. И сейчас пройдем на ЖД вокзал, там тоже заснимем. Вот мы в здании вокзала. Сейчас прошли осмотр и так далее. Сейчас будем ждать еще сколько? Сейчас 3 часа, но 2 часа еще ждем поезд, и будем в 5 часов уже у нас поезд, то есть маршрут 317, Нижний Бестях, Алдан. Так, а мы взяли кофе. Кофе 150 рублей стоит. Вполне нормальная стоимость. Ну, вкусная, хорошая. Так, а тут еще можно подзарядить телефон. Ваше устройство, ваша ответственность. В общем, да, понятно. Ну, до посадки на поезд осталось, ну, буквально час. Мы сейчас просто вышли тут территорию поснимать немножко. Ну и здесь такой памятник стоит. Поезд Л-1252. Сейчас его покажем. Вот он.
Вот такой вот паровоз серии L1252. Вот такой вот. Такая махина. Это спереди. Не Там. Так, мы идем к ледяным фигурам. Вот, дорога длиной в жизнь называется. Первое место занимает ледяная фигура, написано. Гитарист Вон Чульман. Кстати, мы тоже будем в Чульмане скоро. Это вот дорога пошла. Указатели вот 50 лет БАМу. Ледяная фигура. Вот тоже дорога железная. Там Мод, Курана, Халдан. Тоже там будем проезжать. Здесь тоже. Так, а это мы посмотрим камень. Капсула времени с посланием для потомков. Скрыт 5 августа 2068 года. Ну, надеюсь, доживем до 2068 года. Будем надеяться. Это экспозиция БАМ «Дорога в будущее». Да, тут все получается тематики железной дороги в Якутии. Вот здесь рабочие делают железную дорогу. Экспозиция «Мечта о Дальнем Востоке». Мы сейчас находимся в Нижнем Бестяхе. Вот. Мы здесь и туда дальше поедем. Ну и вот тоже ледяная экспозиция, 50 лет БАМу. Так, а вот мы идем к ЖД вокзалу, тоже сейчас снимаем. Ну вот такой получается небольшой у нас ЖД вокзал, но очень уютный, комфортный. Есть где подзарядиться, где кофе налить. Кафешка есть с нормальными ценами. Ну то есть недорогое кафе. Камера хранения есть, ну, в общем, все удобства. Вот такой вот ЖД вокзал в Нижний Бестях. А мы уже в купе залезли. Здесь сейчас настраиваем свой быт. Вот такой стол хороший есть. Ну, уже переоделись, только в тапочках. Джилус в шортах. Это Джилус. Так, вот дверь мы закрыли. Тут наверху еще 2 места. Вот так выглядит. Здесь тоже полки, но надеемся, никого не будет, чтобы ехать вдвоем чисто. Вот тут подушки, 4 подушки, матрасы есть. Ну, короче, все удобства. Ну и самое главное, здесь есть розетки. Чисто удобно, да? Розетки, свет можно включить. Да, по 2 розетки с этой стороны, с той стороны. Вот, и такой вид на ЖД вокзал. У нас 24-й вагон, 19 и 20 места. Вот. Вот тут мы вещи свои разложили, повесили. В общем, тепло, уютно, комфортно. Это, оказывается... А это вид из нашего окна. Вон, смотрите, какой красивый закат. Небо
небо такое розово-голубое. И вот первый километр, наверное, пошел от Нижнего Бестяха. Вот, в общем, пока что все отлично. Джилус решил 2 матраса сразу бросить. Пока пользуясь случаем, да, пока пользуясь никого случаем, нет. пока никого нет, наверху лежит, отдыхает. Ну что, там комфортнее, да, наверху? Да, там теплее, Да, ну и более так уютнее кажется за счет того, что места мало. И вот так вот. Ну, главное не упасть, благо бортики имеются. Ну и вот, ну и вентиляция продувает отсюда. Там чисто USB, да, розетки? Да, тут USB розетки, чисто выход USB. А так есть лампочка. Но пока не работает. Пока не работает. Можно радио включить отсюда, оказывается. Даже радио есть. Переключатель, ага. Пока не будем включить его. Вот, а тут такие розетки. Обычный тут свет должен включаться, но пока не работает. Вот, но тут стену, если трогаешь, вот эти вот, ну, окно само вот здесь, она холодновато. И низ пола тоже холодноватый. Поэтому Джилус говорит, наверху теплее гораздо. Тут теплее, прям ощутимо. А мы набрали скорость. Под 100, наверное, едем. Вот, и наблюдаем за красивым закатом. И, конечно, зима, снег, деревья, сосны. Вот такая красота. Да, тут, смотрите, ребята, чистое белье постельное. Все чистое. Вот запечатано было. Это я только что открыл пакет. Запечатано. А мы тем временем открываем пакет с KFC с курочкой. Сейчас будем ужинать. Время уже 6 час. Как раз в кафешке на вокзале подогрели прямо вот так в баскете курицу. Вот. Сейчас будем обедать и ужинать. Да, вот курочку поели, еще оставили на ночь, уже насытились. Вот, большой баскет. Вот, ну и свет, смотрите, наверху есть лампочка для света, здесь есть свет, розеточка есть. Так можно отключить без света. Мы идем, ищем ресторан, вагон-ресторан. За бортом минус 35. Так, короче, мы уже 3-й вагон проходим. И никак не можем дойти до него. Впереди, походу, он находится. Все, еще. А нам еще сколько осталось до входа? О, тут вообще дубак. О, холодно. Холодно. О, как валяется. Так, а вот мы и добрались до вагона ресторана. Так он выглядит. Так, а мы смотрим цены. Так, в общем, салаты по 200. Да, такие цены. Рис по 150. Ну, в принципе, нормальные, да, цены. Пельмени 300 рублей. Гуляш 280. Ну, в принципе, как в обычных кафешках цены. Нормально.
бар, да, получается? Делают кофе. Питки, кофе. Холодные алкогольные безалкогольные напитки. Снеки всякое разное. Дошираки продают по 170. Так, а нам сейчас предстоит обратный путь Да. через все вагоны. По-моему, 6 или 7 вагонов нам надо так пройти. Да, ёп. С таким холодом. Ой. Так, сейчас снова будет холодильник. Я тут же устал что-то. Прям двинулся. Да, ребят, короче, какой-то трэш, чтобы дойти до вагона ресторана. Пришлось вот эти переходы, которые, где холодно. Сколько мы? 5, да, штук прошли где-то примерно? 6 штук. Вот, короче, надо одеваться потеплее, а не в шортах бегать. Вот, ну так, нормально, зато засняли вагон-ресторан. Первый раз там были. Посмотрели, плацкартные места посмотрели. В общем, интересно было погулять тоже. А мы, как, по-моему, напротив Покровска едем, вон там вдалеке огни города видны. По-моему, подъезжаем к станции, поэтому скорость, видишь, поменьше стала. Падает скорость. Сходили, набрали кипяченой воды в таких фирменных стаканах. Будем пить кофе перед сном. Друзья, всем доброе утро. Фу, на календаре 10 февраля. Мы уже Где выходим? Ну, подъезжаем к Алдану. Откуда? Осталось буквально 5 минут. С нашего. Отлично. Вот, да. И сейчас вот так за окном темно. Ничего не видно фактически. Луна светит. Вот, а мы готовимся к выходу из нашего вагона. Так, ну что ж, друзья, мы вышли с поезда, с вагона. Идем в Алданский вокзал. Вот он так выглядит. Вокзал города Алдана. И вот с ребятишками из Якутска тоже команда спортсменов. Так, а мы нашли через индрайвер такси, 10 рублей стоит. Приехали на съемную квартиру. Так, ну все, вот мы в квартире. Вот такая квартирка у нас. Так, вот такая квартира. Это санузел. Кровать, диван, телевизор. Даже 2 телевизора. Кухня. Друзья, всем привет! Это второй день в Алдане. Мы сегодня идем по центру города по делам, так сказать, гуляем. Ну, в общем, тут вот
Такой город интересный. Вокруг горы. Куча снега. Гораздо больше, чем в Якутске. Тоже центральная улица, видимо, улица Ленина, продолжение ее. Так, а мы в центре Алдана. Вот смотрите, какие подъемы туда вниз дорога уводит. И вон на сопках церковь расположена. И там вон на сопках тоже дома везде. Сейчас пойдем в ту сторону. Тут надпись «Я люблю Алдан», елочка. То есть смотрите, сколько снега вообще. Много снега. Сейчас за бортом минус 28 где-то примерно. Теплее, чем в Якутске. 19. А, минус 19, вот Джулс говорит. Вообще тепло. Тут какая-то стройка незаконченная. Да. Тут на велике улетишь, поедешь, короче. Тормоза нужны. Жесткий подъем. По улице Октябрьской идем, смотрите, какие деревья большие, гигантские. И снега очень много. Вот такие заброшки типа есть. В комментариях напишите, друзья, что это за деревья такие большие. Не, у нас в Якутске таких нет деревьев. Это, друзья, дворец культуры Алдана. Вот здесь тоже такие экспозиции каменные. Вон памятник. Памятник подойдем, посмотрим. А он же памятник, кто же его посадит? Так. Первооткрывателем Золотого Алдана Михаила Тарабукина, Вальдемара Бертина. Вот такой памятник. И посмотрите, сколько снега тут. О, какие сугробы мощные. Минус 19, короче, на солнце встаешь, когда и солнце греет. Прям припекает даже. О, смотрите, друзья, сколько снега. О, слева целая стена. С этой стороны тоже. Сейчас идем в гору. Короче, Алдан-то на холмах находится. То вверх, то вниз. И вот такие участки прямые. Вот, видимо, есть, но немного. ЖД вокзал. Доброе утро, друзья. Отправляемся в Нерюнгри. Друзья, спустя 5 часов мы уже в Нерюнгри, на ЖД вокзале Нерюнгри. Вот так он выглядит. Вот. Хорошо так поспали в
плацкарте ехали. В общем, сейчас будем заказывать такси и ехать в центр. Мы идем, друзья, по центру Нерингри по своим делам. В общем, погода отличная, за бортом минус 26, 23, минус 23. Вот, солнечно, светофоры есть. Вот, сейчас город покажем. Вот такой город. Все уютненько, деревья стоят в центре города. Видно, что зеленый город летом. Все зеленью покрывается. До площади Ленина дойти еще. Да. Это проспект Ленина, да, получается, улица Ленина. Вот, смотрите, как красиво. Сосны, ели, вот сквер. Сквер коренным народом. Сквер коренным народом севера. Ну и тротуары почищены. На велосипеде самое то тут гонять. Ну и в основном вот так пока идем, панельные дома стоят, высотки, 9-этажки, 10-этажки. Вот голуби, тусовка. Мальчик упал, скользнулся. А я курицу едят. Курицу едят, ага, вот. Вы чё, каннибалы? О, вообще не боятся. Рядом сидят. Подходим к площади Ленина. Вот это белое здание, здание администрации города Нерингри. Новогодняя елка тоже тут. Родительная фигура. Владимир Ильич в кепке. Пряник, да, по-моему? Серьги деревянные. Длинные. Типа глобусы. Хорошо, как тротуары такие, да, большие? Широкие. Обзор их, смотри, до конца идет. А, да. Все уходит и уходит далеко-далеко. И вот панельки вокруг. Там панельки слева, панельки справа. Так, кофе, кофеюк взяли и бургер классический. Кафе Лаки-Даки. Вот такой нормальный бургер. Так, мы с проспекта Ленина свернули налево. Сейчас идем в сторону парка имени
Черяева. Вот туда прямо по дороге, дворами. И вот смотрите, какие дома. Вот тоже трехэтажки есть за панельками большими. Вот такие дома четырехэтажные есть. Очень много. Но и нету как бы этих, в отличие от Алдана, нету так много частных домов, территорий. Одни каменные дома. Пока что ни одной даже не встретили. Ни один частный дом. Ну и относительно как бы все прямо. Нету таких перепадов. То есть горок резких. Айфон стоит. Супермаркеты. А вот спортивную площадку нашли, смотрите, гири. Гири потягать можно. 24 килограмма. Можно размяться. Себя в форму содержать. Вот сейчас. Ну, снаряды интересные. Вон еще там. Всякое разное. Подтягиваться можно. Ну и тут смотрите, как широко, ну то есть пространство во дворах очень хорошее. То есть, ну у нас в Якутске же дома понатыканы, как бы, КПДшки там, ну допустим, каменные дома. Расстояния небольшие, а здесь, смотрите, все широко, тротуары, пешеходок много. Ну и вот деревья, березы, сосны. Ну сосны в основном, да, вот такие высокие, громадные. Летом тут, наверное, все цветет, все красиво. Вот баскетбольная площадка мини-футбольная. Вот тоже гири по 24 килограмм. Тоже можно потягать. Там гантели лежат. В общем, да. Качались и пиво пили. Так, наверное, так пойдем в ту сторону. Вот деревья какие громадные. Но сейчас парковая территория начнется. Поэтому пойдем сквозь парк. Двигаемся в сторону проспекта Геологов. О, смотрите, что мы нашли. Памятник тюленям. Даже в 2 ГИС написано тюлени. Вот такие прикольные тюлени нас встречают. Это вход в парк. Заходим в парк имени Черяева. Да, по ощущениям, как будто вот, знаете, ребят, солнце греет и кажется, как будто это март. Или вот, ну, конец марта, начало апреля, наверное. Вот так по ощущениям. И видно, что снега здесь гораздо меньше, чем в Алдане. В Алдане прям сугробы по колено. Вот такой красивый парк. Интересный. Какая-то аллея или что-то, вот памятник стоит. Так, нам туда прямо пойдем. Детская зона. Дети с горки катаются. В общем, да, вон надпись «Я люблю Нерингри», наверное, туда подойдем сейчас. Сфотографируемся. Вот это «Я люблю Нерингри». Сейчас здесь пофотаемся. Ну и вон там памятник тоже поснимаем. Красота.
А это новогодняя елка. Ну, как бы парк он получается не такой широкий, но в длину больше, получается, в ту сторону уходит, ну и в ту сторону. Там где-то начало, тут аттракционы, кстати. Ну и такой продолговатый парк, но здесь так уютно, комфортно. Освещение. Да, освещение вечером включает. В общем, да, нравится нам в Нерингре. Красота. Да, а это баскетбольная площадка в парке, тоже классное место. Летом тут по-любому ребята нерингринцы играют в баскетбол. Нерингринская школа баскетбола — это сильная школа. Постоянные призеры игр. Очень сильные ребята здесь, баскетболисты. Ну, мы здесь ближе к проспекту Геологов. Это вот там внизу дорога проходит, проспект начинается. Вот, ну и виды такие, вот там вдалеке горы такие, на камеру, наверное, не видно, но это вот красивые виды такие. Ну вот видите, Надо какие... найти, да? Да, если бы смотровую найти, бы съездить тоже. А так, смотрите, какие пространства, о чем я говорю. И главное, чисто, вот, ну нету вот этих как бутылок разбросанных, мусора. Ага. Вот эти вот, даже вот мусорки стоят, они все пустые, чистые, короче, тут вовремя все собирают, убирают. В общем, нам Нерингри понравился в плане чистоты, все чисто. Ну и народу мало, как бы, сейчас. Машин не так много. В сравнении с Якутском, конечно, тут машин, можно сказать, практически нет. Вообще мало. Не так много. Что ж, друзья, уже 5 часов вечера. Вот мы в центре Нерингри, продолжаем экскурсию по городу. Ходим, ну тут вот тоже телевышка небольшая. Да, такой уютный город, комфортный. Ну тут довольно, видите, тоже песком посыпает. Я чуть пару раз чуть не грохнулся, тоже скользковато. Погода теплая. Погода теплая, минус 19 сейчас. В общем, как у нас в Якутске, только в марте. Примерно такая же погода, как в марте. Вот это Казанская называется. Церковь. Казанская церковь, да? А за ней там еще есть церковь евангелийских христиан. Это Казанская церковь. Сейчас чуть поближе подойдем. Получше видно было. Так, а вот наша гостишка Айхал. В этом жилом доме на первом этаже остановились. Сейчас подойдем в магазин. Чем перекусить надо на вечер здесь.